Обеспечение национальной безопасности, социально-экономического развития и улучшение демографической ситуации в стране связано с необходимостью противодействовать незаконному обороту наркотиков. По словам исполняющего обязанности первого заместителя генпрокурора Абхазии Даура Амичба, статистика свидетельствует о ежегодном приросте потребителей наркотиков. Так, за 2019-2020 годы по факту незаконного оборота наркотиков следственными органами было возбуждено 360 уголовных дел. За полгода 2021 года возбуждено уже 62 уголовных дела. 59 из них направлены в суд. Из общего количества 422 возбужденных уголовных дела, 53 дела связаны с выращиванием наркотических растений, 48 из которых уже направлены в суд. За указанный период по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта возбуждено 337 уголовных дел, из которых 43 дела связаны с незаконным ввозом наркотических средств и психотропных веществ. 32 уголовных дела по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта. Из них 9 связаны с ввозом. Из общего количества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, более 91,5% это лица, приобретающие наркотики и психотропные вещества для личного потребления. 8,5% приобретают наркотики с целью их сбыта или являются сбытчиками. Из 369 выявленных преступлений по незаконному обороту наркотиков по видам изъятых наркотических средств и психотропных веществ доминируют наркотики растительного происхождения, такие как марихуана, маковая соломка, которые постепенно заменяются синтетическими наркотиками, такими как метадон, амфетамин, героин и другие. На совещании отмечалось, что распространение синтетических наркотиков представляет особую угрозу, ведь многие из них сильнее наркотиков растительного происхождения и оказывают еще более разрушительное действие на здоровье человека. Синтетическое средство метадон поступает в Республику Абхазия в основном из Российской Федерации. При этом организаторы каналов переправки и сбыта данного вида наркотика, как правило, находятся в Российской Федерации, что затрудняет оперативно мероприятия по выявлению и пресечению каналов ввоза и распространения наркотических средств на территории Республики Абхазия. Одна так называемая доза наркотического средства метадон массой, к примеру, 0,30 грамм на территории Республики Абхазия реализуется в 3-5 раз дороже, чем в Российской Федерации, что делает эту сферу незаконной деятельности популярной и прибыльной в криминальной среде. Основной причиной масштабов наркоторговли является значительная экономическая выгода, которую не в состоянии дать какой-либо другой легальный вид бизнеса. Выступавшие также отметили рост преступлений, совершаемых с помощью современных технологий. Сегодня наркодилеры активно используют интернет-ресурсы. Через различные программы и мессенджеры осуществляются поставки запрещенных веществ. Для оплаты услуг используются банковские и почтовые переводы, электронные платежные системы, киви-кошельки. С целью выявления членов ОПГ, осуществляющих незаконный ввоз и последующий сбыт наркотических средств путем сбыта через интернет, службой государственной безопасности своевременно направляются соответствующие запросы по партнерским каналам в органы ФСБ Российской Федерации. Однако необходимо отметить, что из-за отсутствия оперативности в получении сведений, касающихся пользователей, либо владельцев киви-кошельков, поступающие ответы и содержание в большинстве своем становятся неактуальны. В этой части считаем необходимым разработать совместный межведомственный план с вовлечением в рабочие группы сотрудников международных подразделений Генеральной прокуратуры, ИКЦ, МВД и СГБ для выработки взаимодействия. С докладом выступил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Аляс Лабахуа. Он отметил, что совместно с сотрудниками УКОН МВД оперативные подразделения комитета участвуют в выявлении и пресечении преступлений в сфере незаконного ввоза наркотических средств. Однако возможностей для полноценного предотвращения данной преступной деятельности пока недостаточно. Требования к повышению уровня эффективности и правоохранительной деятельности таможенных органов Абхазии повлекли за собой увеличение объемов проводимой работы, которая повысила степень нагрузки, получаемой каждым должностным лицом правоохранительных подразделений ГТК. Данная проблема требует необходимости увеличения в первую очередь штатной численности сотрудников оперативных подразделений для эффективного выполнения возложенных на них задач. Нехватка кадровых, технических и иных возможностей правоохранительных подразделений таможни не позволяет полноценно реагировать на недопущение фактов незаконного перемещения через таможенную границу Республики Абхазия наркотических средств и их прекурсоров. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба отметил, что проблема незаконного оборота наркотиков возникла давно, и борьба с ней должна рассматриваться как одна из важнейших задач. С момента пандемии
нами усматривалось снижение ввоза наркотических препаратов на территорию Республики Абхазия. Несмотря на то, что уже 1,5-2 года после того, как возникла пандемия, более чем в 70 странах мира усматривается увеличение объема наркотрафика. Ну и, конечно же, хотелось бы отметить, что незаконный оборот наркотиков, наркомания крайне отрицательно влияет на экономическую, социальную ситуацию в республике и в целом на все общество. Сегодня в системе МВД проводится реформа, и я очень надеюсь на то, что она придаст дополнительный импульс в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По итогам встречи будет подготовлен проект постановления Координационного совещания правоохранительных органов республики. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.